Вот он, долгожданный день, официальное открытие группы «Фиданчык». Малыши на сцене демонстрируют свои успехи. За 2 недели они на крымско-татарском языке узнали, как здороваться и прощаться. Выучили песни и стихи. Группа «Фиданчык» занимается по билингвальной системе образования. Дети изучают сразу 2 языка – родной и русский. Зарядки, прогулки, чтение книг. И все занятия проходят на крымско-татарском языке. Дети максимально погружаются в языковую среду и развивают свои способности. Воспитатели отмечают эффективность данной программы. У детей развивается логика, они становятся общительными и все схватывают на лету. Здесь они научатся не только говорить, но и читать и писать. Мы с самого утра стараемся общаться с детьми на крымско-татарском языке. Мы изучаем слова, когда обедаем и завтракаем. Желаем друг другу приятного аппетита, читаем и пишем, встречаемся и прощаемся с детьми на родном языке. Не только для детей, но и для родителей сегодня особенный праздник. Открытие билингвальной группы они ждали долго. Лимара Меметова с радостью рассказывает, ее 2 дочери в детский сад ходят с большим удовольствием. Девушка уже замечает первые результаты. Первый раз им дали выучить стихи на крымско-татарском языке. Они очень обрадовались и сказали: Анака, давай нам стихи дали на крымско-татарском, давай будем учить. Потом им дали песни, вот они разучили 2 песни крымско-татарские, им очень нравится. Поздравить детей и их родителей приехали и представители местной власти. Они отметили, открытие билингвальной группы особенно важно в сегодняшнем мире. Необходимо с раннего детства научить малышей быть толерантными. Именно в таких группах прививается чувство взаимоуважения через познание культуры, языка своего соседа-брата. Мы эту работу также дальше будем продолжать. Для открытия данной группы, конечно, были проведены определенный комплекс работ. Это и ремонтные работы в группе, и укрепление материально-технической базы. Такую программу обучения уже используют в 14 детских садах Симферопольского района. До конца года еще планируют открыть 2 билингвальные группы. Султанис Такаева, Асан Зивадинов, телеканал Милет.